Таджикистане готовится к приезду председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. 48 человек, отравившихся крутубом, выписаны из больницы. В Гисаре похоронен еще один убитый на войне в Украине таджикистанец. Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа. Посол Таджикистана в России Давлатшох Гульмахмадзауда встретился накануне 24 января в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Галузиным. В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы таджикско-российских отношений в различных сферах. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Российской Федерации, также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций. Стороны особое внимание уделили вопросам подготовки предстоящего визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Таджикистан, намеченного в начале марта текущего года. Все 48 человек, которые с признаками пищевого отравления были накануне госпитализированы в районе Шамсидина Шохин Хатлонской области, выписаны из больницы. Об этом информагентству «Азия Плюс» сообщил глава района Зафар Гульзода. По его словам, в настоящее время у всех стабильное состояние здоровья. На данный момент все еще не выяснили, какой именно компонент в крутубе вызвал расстройство желудка. По факту отравления продолжается расследование со стороны местных правоохранительных органов, сообщил Зафар Гульзода. Инцидент произошел 24 января в доме одного из жителей кишлака Чагам района, который пригласил односельчан на куруту. Гульзода отметил, что на место сразу приехали руководство областного управления здравоохранения, областного санитарно-эпидемиологического центра и их подструктур для выяснения причины отравления. Все жители были госпитализированы с признаками расстройства желудка. Им была оказана необходимая своевременная медицинская помощь, сказал он. Между тем, источник в областной инфекционной больнице в Кулябе, куда были доставлены 24 пострадавших от отравления, в том числе 6 детей, еще не выписаны. Их состояние нормальное, возможно, уже сегодня их выпишут, отметил источник. Он сообщил также, что под предварительным данным заражение блюда произошло от курута, так как неизвестно, в каких условиях он был подготовлен и высушен. В Гисаре похоронили еще одного таджикистанца, отбывавшего тюремный срок на территории России, погибшего на войне в Украине. Гроб с телом 27-летнего Зульфикора Мухиддинова был доставлен из Москвы в Таджикистан 22 января и похоронен в тот же день в кишлаке Якут города Гисар. По словам родственников, Зульфикор Мухиддинов в 2019 году уехал в Россию, работал там в одной из компаний, но что-то пошло не так, и он был задержан по обвинению в незаконном наркообороте и осужден на 6 с лишним лет. Зульфикор Мухиддинов провел 1,5 года в заключении и с октября прошлого года не выходил на связь с семьей. По словам дяди убитого Хуршеда Мухиддинова, его племянник никому не говорил о том, что отправляется на войну. И лишь несколько дней назад представители Минобороны России связались с Мухиддиновыми и сообщили им о том, что он был убит в городе Артемакс, Бахмут в Украине. По словам родственников, на теле Зульфикора были раны на ноге, руке и груди. Они утверждают, что он не собирался нигде воевать, а ждал окончания срока, чтобы вернуться на родину. Матери рассказали о смерти сына в самую последнюю очередь. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Документ опубликован в базе Верховной Рады. Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие от 5 до 10 лет тюрьмы. Проектом закона предлагается внести изменения в статью 69 и 75 Уголовного кодекса Украины об исключении возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим и об освобождении от отбывания наказания.
Также подписанный президентом документ ужесточает санкции за совершение военных административных правонарушений. Закон предлагает предоставить полномочия военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов. В общественном движении «Честность» заявили, что закон существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту. Верховная Рада одобрила законопроект в середине декабря и отправила на подпись Зеленскому. Спустя 2 дня на сайте украинского президента появилась петиция с требованием не подписывать законопроект, а наложить на него вето. Обращение вскоре набрало необходимое число подписей для рассмотрения. С критикой выступили и многие правозащитники, указав, что законопроект приняли слишком быстро. Его включили в повестку дня парламента Украины, приняли и направили президенту в течение 1 дня.